Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Осмонов. Рад всех приветствовать в преддверии праздника Ноурус. Выходной день, понедельник. Это вдвойне приятно. Сегодня поговорим об истории праздника, о том, как праздновать Ноурус, какими он наполнен смыслами. Вместе с нашим гостем. У нас в гостях кыргызовед Мелис Мурталиев. Мелис, здравствуйте, рада вас приветствовать. Во-первых, позвольте поздравить вас с наступающим праздником и за возможность вместе с вами подготовиться к празднованию Ноуруза. Действительно, празднуем мы его каждый год, официально уже больше 30 лет со дня независимости Кыргызстана. Вместе с нами празднуют более 80 миллионов человек, стран, население которых также празднуют Ноурус под разными названиями. Традиции тоже, как мне известно, несколько отличаются. Надеюсь, вы об этом тоже нам сегодня расскажете. Но хотелось бы немножко сначала окунуться в историю. Скажите, пожалуйста, когда зародился Ноурус? Потому что у нас есть красные дни календаря, это светские праздники, религиозные праздники. Вот Ноурус, он где-то вот точно посередине. Между, да? Да-да-да. Да. Во-первых, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех наших слушателей, кыргызстанцев, с этим весенним праздником. Я его просто обобщаю как весенний праздник. Мгм. Почему? Потому что я позже на этом остановлюсь, особенно как у нас у кыргызов, или, скажем, при образе кочевой жизни, как он Мгм. являлся. А так, вот очень, такой стандартный вопрос об истории, откуда это все произошло. Естественно, это праздник не одного народа. Принято говорить, что это праздник восточных народов, восточных азиатских народов. А если точнее быть, то это вот в основном этот праздник празднуют ирано-персидские народности, вот все, что относится к этой культуре Древней Персии, Ирана. Также частично еще тюркские народы тоже празднуют этот праздник. Вот те, которые они соприкасаются между, вот они как бы празднуют этот праздник. Что касается этимологии, он очень интересен. У нас в стране он обозначен как Ноурус. Где-то Ноурус с одним О, где-то с буквой С. Ну, это, я думаю, языковая особенность. Мне кажется, это не особо так значимо. Но интересно, что где-то Наврус и так далее, да, допустим. И вот по этимологии мне тоже это интересно было. И в основном это с древнеперсидского означает как «новый день». Мгм. И вот здесь как бы сразу такая логический момент такой, всем подразумевает, если новый день, то связано это с астрономическим каким-то событием. По сути, да, потому что 21-22 марта это у нас День весеннего равноденствия. равноденствие, да, день и ночь, она как бы равняется вот ровно по 12 часов, и вот как бы отсчет идет от этого дня. С одной стороны, как бы логически верно. И где-то исправляет его как Новый год. Мгм. Где-то говорится, вот типа Новый год. Хотя, понимаете, по лунному календарю он по-другому обозначен, по григорианскому он вообще там от христианства все-таки отсчитывается от Рождества Христова. Поэтому это у каждого народа по-разному. Это во-первых. Во-вторых, вот о зарождении праздника, да, мне очень интересно было, я тоже, всеми доступными общепризнанные источники, я посмотрел, он все-таки берет начало от персидской культуры, древнеперсидской. И мне очень было интересно, когда я прочел два источника. Один и тот же источник, только два варианта дается. Мгм. Почему этот день празднуется, Ноурус? В одном источнике говорится, в Шахнаме, это такая поэма, древняя поэма, древнеиранская, древнеперсидская поэма. И там говорится, что в этот день, как бы сказать, это начало царствования шаха Джамшуда. Был такой шах, видимо, такая яркая личность была в свое время. И вот с момента его прихода на власть, видимо, он очень хорошее, светлое что-то народу своему принес, так что увековечилось в памяти, что и вот именно этот день начала царствования его правления, да, это считался бы как бы новым днем, потому Мгм. что пошла новая эра, новая жизнь, все обновилось, естественно, в хорошую сторону, и это у них зафичлилось как новый отчет нового времени. И с этого дня у них считается как Нарус. Даже есть такое выражение Джамшидин Нарус, что ли, что-то такое. Мгм. Получается, это вот как бы новый день. Понимаете, новый день. В этом смысле именно день, со дня отчет идет. Но не как Новый год, а новый день.
Это первый вариант. Опять также в этих же древнеиранских источниках, в мифологии, и что указывается и в Шахнаме, опять-таки, ну, это основной их фольклор, да, там еще второй вариант празднования этого дня, он связан с другим событием. И мне очень было непонятно, потому что логика там немного другая. Второй вариант звучит, это как день похорон героя Сиявуш. Был такой национальный герой у этих древних иранцев, и в этот день он умирает. То есть умирает в один день, и день похорон его, они его каждый год как бы поминки проводили на всенациональном уровне, и впоследствии он превратился как бы в праздник. Я не знаю, почему в праздник, но у них так пишется. Но, видимо, этот герой был настолько значим, что, опять-таки, такая личность была, видимо, общенародная, наверное, он был любимцем народа. И вот начали праздновать день похорон. Мгм. И что интересно, он был убит туранцами. То есть туранцы — это представители тюркских народов. Возможно, где-то наши предки. Да, возможно, это, то есть, представители кочевой цивилизации. А Персия — это оседлая культура, это, ну, персы, иранцы — это одна. И вот здесь вот два варианта, они как бы не дают четкую картину. Но в любом случае они обозначены словом «навруз», новый день. То есть, опять-таки, день. Теперь, что интересно, этот день впоследствии начали... Вот, ну, все, кто имел контакт с персидской культурой, то есть все тюркские народы, которые как раз вблизи этого ареала, скажем так, начиная от самих турков, которые современные, ну, от османов, сельджуков, скажем, туда ближе азербайджанцы, сюда, если идти туркмены, узбеки, мы, казахи, получается, мы этот праздник тоже празднуем, узбеки тоже. Норус, Навруз, по-разному называем, но его празднуем как весенний, как Новый год, скажем. Новый цикл. Новый цикл. Вот Ага. теперь смотрите, теперь очень интересная вещь, как кыргызы, да, скажем так, праздновали ли этот день вообще, и с какого момента мы начали праздновать как Норус. Но это же кочевники. И, с одной стороны, если посмотреть, то как раз народы Персии, это вот, как вы подчеркнули, оседлые народы. Да. И здесь вроде бы логика прослеживается. День весеннего равноденствия. Понятное дело, что многие связывают начало этого праздника с Перекочевка. началом, да, или перекочевки, или началом сельскохозяйственных работ, грубо говоря, да, потому что солнце светит хорошо уже, все, можно сеять Ну, пшеницу и да, так да. далее, и так далее. А у нас, вот вы уже сказали, Вот смотрите, с перекочевкой это может быть связано. если сельскохозяйственное, то там по-другому будет. Ага. Тем более, учитывая регион Персии, Ирана, да, нынешнего, Там потеплее, да. то в этот день у них давно уже все зацвело, там уже давно эти сельскохозяйственные Мгм. работы уже прошли. То есть начало какого-то нового года, скажем, да, пусть это сельскохозяйственное, то он намного раньше ушел, где-то на месяц вперед. Мгм. Понимаете, логически? Да-да-да. То есть с климатической точки зрения это не вяжется с Новым годом. То есть у них больше связано, наверное, с какими-то вот такими датами, Мгм. где или похороны, или пришедшие на престол нового царя с приходом, да, допустим. Это где-то больше близко. Мгм. Но не с пассивными, не с Новым годом, не с циклом новой жизни, скажем так. Ага. Отлично, да, я А хотел вот, это а вот уточнить, теперь а вот что смотрите, касается... а да. вот у нас, у кыргызов, учитывая наш регион, как раз-таки вот сразу Центральная Азия, и опять-таки, смотрите, Центральная Азия — это большой регион. Допустим, если взять равнины, тот же Узбекистан, Туркменистан, там в этот день, 21-22 марта, весна уже до него еще пришла. Там тоже пахота начинается пораньше, хоть и центральноазиатский регион. А именно горная местность, вот, допустим, Тиньшань, Памир, Алай, да, вот это горные хребты, то как раз именно в этот период у нас только-только оттепель появляется, снег отходит, и только-только ну, вот, земля пробуждается, скажем Мгм. так, да. И вот этот признак жизни, он только проявляется как раз-таки к концу марта. Он ближе к нам, этот день, как Новый год, как цикл нового, как скажем, возрождения жизни, да, можно так сказать, или зарождения новой жизни, как цикл биологический. И поэтому он ближе к нам, как Новый год. И самое интересное, вот смотрите, термин «норус», насколько я помню, да, вот в детстве я такого даже не слышал. Его в обиход приняли в 89-м, где-то около 90-го года. Мгм. Может, чуть раньше, может, 88-й, но не раньше. Потом почему-то вот к концу 90-х и в начале 90-х мы начали его использовать как официальный термин. И вот когда закрепили праздник, просто у нас уже, вот, как бы скажем, независимость получили, все такое, обозначили праздник, Норус как записали, все, он стандартный, как уже
как государственный термин пошел, грубо говоря. А до этого, оказывается, в народе его называли двумя обозначениями. Первый вариант его в обиходе, в простой жизни, люди называли его джиладжират, что в переводе означает вот как бы джиладжират, если дословно, это вот то, что граничит года. Вот как бы один год закончится, второй. Или аджират — это как разделять года. То есть, по сути, один год закончится, новый год начинается. Если чисто земной биологический цикл по нашему региону, он так и происходит. В этот момент начинается новый жизненный цикл, пробуждается вся живность, почки раскрываются, все такое, весна, и все, поехал. Новый год. Получается логически, и название совпадает, и именно в этот день совпадает. Именно 21-22 марта, когда равноденствие. День-ночь, они равняются, и вот этот новый цикл, он и астрономический, и здесь биологический на Земле тоже, он совпадает с регионом тоже. И название праздника был Джиладжират. Это вот именно то, что как Новый год. Это первое. Еще второй вариант, он до сих пор у нас в обиходе используют, но мы его вместе с Норузом почему-то как бы совокупно называем, допустим, Улустун Улугуню, Норус Майрама. Мы вот так даже произносим. Хотя, понятно, что в один день совпадает, но у кыргызов Норус не использовалось. У нас назвали или просто Улугун, или Улустун Улугуню. Если что касается Улустун Улугуню, то это касательно одной личности из истории, да. Но даже если бы не было этой личности, то в любом случае Улугун, он всегда присутствовал. А вот теперь остановимся более так подробнее на названии Улугун. Великий день. Опять день. Почему? Вот здесь вот это само название, то, что оно совпадает с астрономическим явлением и с биологическим, оно более логично объясняется, почему именно его праздновали. Потому что, смотрите, Улугун — это вот как астрономическое равноденствие, да? А потом, что происходит на следующий день? На следующий день у нас день увеличивается, ночь уменьшается, да, по времени. Получается, это тот день, Улугун, это как весы. На тот момент они прям вот равноденствие, мы же говорим, они как равны, да? И идет переход к светлому. Темная сторона уменьшается, свет увеличивается. День увеличивается, ночь уменьшается. И было принято, это мы в источниках, в Санджира, в исторических источниках, где-то в каких-то фольклорных вариантах, в произведениях мы изучали, смотрели, там было указано, что именно в этот день созывали Улу-Джин, то есть большое собрание, или великое собрание, или всенародное собрание, скажем так. Почему? Потому что было принято в этот день созывать вот это большое собрание для того, чтобы принять решение касательно каких-то вопросов общенационального характера, скажем, общенародного вопроса. Если что-то требует, принятие решения требует какого-то анализа, каких-то мнений, суждений, выслушивания, да, тогда нужно было созывать людей. И почему-то именно в этот день созывали. Почему? Потому что было такое поверье, что именно в этот день, когда сама природа благоволит тому, что темное угасает, светлое как бы увеличивается, да, именно в этот день принятое решение будет способствовать с природным циклом, самим ритмом природы, да, так, чтобы светлая сторона была как бы в прогресс, в рост шло. И как бы если в природе сам цикл ведет к тому, что светлое увеличивается, то есть мы всегда мы всегда же желаем же что-то хорошее, поэтому именно собрание созвали в этот день. И толковали, ставили какие-то аргументы, ставили на чашу весов, плюс и минус, все рассматривали и принимали решение именно в этот день, что говорилось, было принято так, если вдруг, даже если мы что-то не, как человек, он же не абсолют, если от человека происходят какие-то, недосмотрения или, скажем, там, какие-то упущения, то пусть сама природа благоволит на положительный результат. И в этот день созывали Улу-Джин, и поэтому его называли Улугун. И Улугун, он великий день, или, великий такой светлый день в том плане, что именно сама природа, она уже именно от этого дня идет увеличение света. То есть здесь какая-то, скажем, духовная такая составляющая, которая связывается с этим
Мгм. днем. Но оно обязательно, она привязана к астрономическому событию, то есть это в жизни наблюдается, и поэтому это как отсчет считался. Мгм. Слушайте, ну как интересно, что один день действительно вобрал в себя и политические функции, Да, и функции, в принципе, определения того, как живет народ, согласно каким циклам, и как построено в итоге его народное хозяйство в том числе. конечно. Понятное дело, что теперь в современности Ноурус, он воспринимается людьми несколько по-другому. Конечно. Но и в том числе для тех людей, которые не посвящены в историю традиции, как мы сейчас видим Наурус, да? Во-первых, для нас это приятный весенний выходной день, Да. скажем так, да? А во-вторых, это еще и какая-то мистическая составляющая, потому что обычно мы представляем себе, как женщины варят всю ночь сумелек, Да. приговаривая лас-алас, окуривают жилище. То есть действительно есть какой-то процесс обновления и зарождения нового начала, новой жизни именно в этот день. Расскажите, пожалуйста, о том, откуда сложилась вот именно обрядовая составляющая Науруза и Да. как она работает у кыргызского народа, чем отличается от других. Да. Вот, вообще это нормально, когда у каждого народа своя какая-то этнокультурная часть общего празднования, да. Допустим, если праздники общие, что связано, допустим, с астрономическим явлением, то нельзя сказать, что этот день праздновали только определенные народы. Это Мгм. всех касается. Но каждый народ по-своему его праздновал какими-то обрядностей, даже, допустим, блюда. Они у каждого народа они должны быть отличны, я так считаю. Это нормально, если у кого-то одно блюдо, у другого народа другое. Давайте вот остановиться на сюмелеке, да? Вот как раз меня очень заинтересовала эта тема, потому что в детстве мы это кушание вообще не знали, если честно. Я вырос здесь, в Бишкеке, достаточно, так, ну, не скажу много, но я еще повидал и Советский Союз, детство у меня в то время прошло, когда мы вообще не знали таких праздников, не было, не праздновали. Но почему-то вот Улугюн, Джиладжират проговаривали. Мгм. Потом, второй момент. Сюмелек мы узнали уже, когда официально мы Норус начали праздновать. И вот, если честно, более в позднее время, уже в конце 90-х, оно массово начало обрастаться, да, ближе к 2000-м уже. И по всей стране оно как бы приобрело даже статус национального блюда. Мгм. Меня вот это немного, как бы, как это сказать, ну, смущает, что ли, или как. Я, конечно, ничего плохого, негативного не имею в виду против блюда самого. Просто вот если с исторической точки зрения, если понаблюдать, то сюмелек, даже там в источниках происхождения этого блюда, она описывается как... Там два варианта в основном. Первое, это вот где-то здесь, в этом регионе, скажем, центральноазиатском, была ужасная такая долгая зима, все запасы, припасы закончились, и ну, у оседлых народов, опять-таки, у оседлых народов все закончилось, все припасы. И чтобы выжить, там уже чуть ли не голод наступает, и вот все остатки со всех запасов, да, сошкребли, где-то там зерно, где-то там еще пшено, там пшеница, еще разных видов культур, все, что осталось у людей, они все в один казан бросали и варили, и получилось такое непонятное кушание варенье. И благодаря этому они спаслись. Это первый вариант. У, скажем, земледельцев это было. Именно связано, потому что само блюдо, оно готовится из пшеницы, зерн там, и так далее, понимаем, да? Второй вариант звучит, это тоже опять древнеперсидская культура. Там пишется, что какой-то город попал в осаду. То есть кочевники начали завоевывать какие-то города оседлые, и получилась такая стычка между одним городом и кочевниками. И тот город, который попал в осаду, это продолжалось всю зиму якобы, и уже ближе к весне закончились все припасы, они не могли выйти из города, и получается уже решающая битва была на кону, и все горожане собрали все, что у них осталось, и опять-таки все в один казан, сварили всё и напоили своих воинов, и потом эта решающая битва разрешилась, ну, в пользу, скажем, горожан. Это такая легенда. И вот от этого произошло это слово, это блюдо. Это первое, что хочу сказать. Во-вторых, сюмелек, я не спорю, что это вот символ спасения жизни, связано с весной, оно логически вяжется, но я не думаю, что это блюдо было кыргызским. Мгм. Так как кыргызы, да, мы являемся представителями кочевой культуры. У кочевников основное блюдо это, ну, понятно, мясо, да. У нас вот бешбармак там и так далее, тогда можно говорить сколько угодно.
То есть основное блюдо или, скажем, основные продукты питания — это мясо и молоко. Что мы вообще не видим в Сумилёке, да? Мгм. Получается, первое. Во-вторых, смотрите, у нас в этот день, я помню, когда даже были детьми в советское время, в селах наши бабушки, когда проговаривали джиладжират, они готовили блюдо праздничное и назвали его чонгоджо. Мгм. Чонгоджо — это вот национальное кыргызское блюдо к этому дню. А теперь, если мы посмотрим, что это за чонгоджо, философия этого блюда, да, то там действительно там и логически все вяжется, и очень хорошо объясняется, что это наша кыргызская. Во-первых, как мы знаем, кыргызы ближе к зиме, в позднюю осень, делали заготовки мяса на всю зиму. То есть забивали скот, крупный скот, то ли это корова, больше всего это были коровы, да, говядина. Почему? Чтобы зимой было легче приготавливать пищу, чтобы каждый раз не забивать скот. А зимой это неудобно, понимаете? Это же холодно, там очищать все вот эти внутренности и так далее, разделывать мясо. Это действительно это дискомфорт. Поэтому поздней осенью, когда еще более-менее терпимо, но и так, чтобы не совсем было тепло, потому что мясо, оно может испортиться. Ближе к зиме это заготавливали. И с расчетом не просто до весны, а до нового приплода. Это как раз март-апрель месяц. Мгм. С таким расчетом. Мы же знаем, сколько у нас в семье членов семьи, сколько там человек, и с такого расчета 1 или 2 головы скотины мы забивали и приготавливали, скажем, такой припас. И как раз к этому Улуу-гюн, да, скажем, весеннему празднику, к равноденствию, считалось, что все, что было в остатках вот это вяленого мяса, оно было вялено в основном. Потому что холодильников, морозильников не было. Просто хранить было тоже небезопасно. Скорее всего, его солью солили мясо, и оно было соленое и где-то отчасти вяленое. И вот это мясо потом, все, что до 21 марта осталось, да, все остатки в один казан бросали. У кого-то мало, у кого-то много. Если было много, там не смотрели, просто все варили. Считалось, что на Новый год, на новый цикл, припасы старого уже не надо закончить в этом году. Мгм. Вот такая логика. То есть, получается, это целый казан мяса. К нему добавляли, так как оно солено-вяленое мясо, бульон от него очень будет такой специфичный, неприятно его пить. Мясо, оно вкусное, но бульон неприятен. И специально к нему добавляли очищенное зерно пшеницы. От скорлупы очищали специально, там была технология. Набухивали водой, очищали, и вот это ахталган будай считается, очищенная пшеница, да, ее заранее сначала в воде вот так набухивают, и вместе с мясом туда бросали. И получалось, вот этот бульон, он немного менялся во вкусе, зерно, оно прям вот набухивалось, и примерно с перловкой где-то Мгм. схожесть получается. И когда все готово было, еще к нему добавляли, у нас есть такой сюзмё, есть такой продукт, говорят, шорпону кататат, то есть сюзмё добавляли, чтобы вот этот запах перебивать. Мгм. Не просто перебивать, он еще и влияет на давление, потому что мясо, оно калорийное, у кого-то давление может спасти, а когда сюзмё добавляешь, она нормализует. Для обмена веществ, даже с медицинской точки зрения, это очень полезно. Сбалансировать блюдо, грубо Да. говоря. В общем, вот это все, то есть 3 ингредиента: мясо, пшеница, сюзмё. Все, вот это называлось чонгоджо. Я помню в детстве, когда в этот день вот так вот, это считалось просто семейным таким праздником. Да-да. Народу не созывали, просто семья, большая семья, там братья, сестры приходили. Большое блюдо, много мяса и там, скажем, пшеница, да, и вот это было праздничное блюдо. И оно более отвечает кочевой кыргызской культуре. Потом, когда мы говорим о мясе, да, не в обиду, но многие говорят, что, допустим, веганы, вегетарианцы говорят, что это неправильно. И вот здесь вот такое мнение. Вот почему кыргызы, вообще кочевники, казахи, там, монголы, они связывают себя с мясом, да? Про казахов не буду говорить, скажу. Кочевой мир, он тоже делится на 2 категории. Есть степные кочевники, есть горные кочевники. Вот мы представители горных кочевников. Их называют вертикальными номадами. То Мгм. есть те, которые кочуют в горы, вверх-вниз. Проживание в горной местности требует особого, как бы сказать, есть особенности в таком образе жизни. В горной местности, где-то высоко в горах, если человек пробывает, неважно какой национальности, у него затрудняется обмен веществ в силу того, что кислородное голодание происходит.
Когда происходит кислородное голодание, организму требуется такой фермент, как аденин. Потому что благодаря аденину обмен веществ происходит нормально, и человек как бы уживается, нормально проживает. А если нету аденина в продуктах, то человек, он может заболеть, и кислородное голодание заканчивается тем, что омертвляются клеточки. У кыргызов называется это карасан, болезнь. Мгм. Просто черными пятнами покрывается, а оказывается, это просто омертвленной клеткой. И когда она превышает определенного уровня, человек просто умирает, погибает. И у кыргызов было принято, если кыргыз не ест мясо, то он заболевает карасан и умирает. Даже поговорка есть такая. Оказывается, это связано с вот этим аденином. Почему? Потому что в реальных таких нормальных, скажем, в природных продуктах самое большое количество аденина находится в мясе. Это элементарно, банально. Мгм. Получается, кыргызы питались мясом не от того, что они там были богатыми или просто вот как бы позволяли себя. Это или там- выживание получается. Это было необходимостью выживать. Во-первых, высоко в горах у тебя и земледелие особо не пойдет, а скотоводство это нормально. А потом питаешься мясом, это необходимость выживания, потому что обмен веществ должен происходить нормальный. Если у кого-то там с давлением или с чем-то с сердечным заболеванием проблемы, то сюзьмё или кымыс, он сбалансировал именно вот этот обмен веществ. Получался, что если у кого давление, он добавлял кымыс или сюзьмё, и тогда это питание, это продукты питания, они уже нормализовывались, и оно не вредило. Получается вот такая вот особенность горной жизни, тем более кочевой. И как раз вот это праздное блюдо чонгоджо. Почему чонг? Потому что считалось, что много. Много, да. Много. Много это от слова не от того, что там на много людей, а от того, что все, что было в запасах, не оставляй. Вторая еще смысловая нагрузка в том, почему много, большое блюдо, потому что считалось, что нельзя питаться продуктами прошлого года в новом году. Мы в этом году испразднуем, и если блюда много, а людей мало, этот праздник продолжался несколько дней. То есть это блюдо ели. Получается, это праздновали. А потом, в последующем же, после того, уже питались новым приплодом. А в этот день считалось, резать, забивать скотину запрещалось. Почему? Потому что в этот день запрещалось проливать кровь. Считалось, что это переход от одного к новому, оно должно быть без крови. Поэтому использовали только запасное мясо. Мгм. Вот здесь вся философия, вся логика, она очень хорошо объясняется культурным элементом и необходимостью проживания в такой местности. Мгм. Я уверен, что для многих слушателей наших это действительно является открытием, особенно для молодого поколения. Да. Действительно, потому что не только мы не открыли для себя всех смыслов Ноуруза, но и в том числе есть эти люди, которые приезжают к нам в страну. И действительно, я в разных чатах, где собираются люди, которые на какое-то время остались в Кыргызстане, они спрашивают: ребята, у вас праздник 21-го? Как вы его празднуете? И как можно влиться в это празднование? Что необходимо делать? Какие есть традиции? И как необходимо провести этот день? Этот вопрос я от лица и кыргызстанцев, которые не в курсе, и от лица наших гостей адресую вам. Ну, я бы сказал бы так, современная жизнь, она немного изменилась. Это, всем понятно, наглядно видно. У нас, во-первых, от той кочевой культуры в быту не все сохранилось, много что изменилось, мы образ жизни поменяли. Но хотелось бы философию оставить, я так думаю. Понятно, что по необходимости некоторые вещи прям это нужно было, да, больше никак, да. А раз уж мы сегодня живем в других реалиях, я думаю, можно быть и гибче, да. Но у меня вот лично мое такое пожелание, хотелось бы, если бы мы говорим о национальном празднике или о национальных каких-то элементах, то хотелось бы именно подчеркивать именно правильно национальную. Если мы говорим о национальном блюде, то тогда надо чонгоджо. Конечно, нет надобности сегодня прям именно в таком виде, но если мы хотим какой-то символизм использовать, тогда надо готовить чонгоджо. Я хотел бы еще добавить, вот в последние года, вот 3-4 года, вот это чонгоджо, она как бы уже понемногу восстанавливается, но опять-таки его используют немного в таком неправильном формате. Почему? В форме. Почему? Потому что под чонгоджо они сразу подают, само годжо это и есть вот эта перловка или Да-да-да. пшеница. Они только пшеницу выставляют.
Для кыргызов самый смак не в пшенице Это было, естественно. в мясе. Поэтому чонгоджо варите мясо. Вы и так на праздниках мясо мы используем. В любое кафе пойдите, какой-то праздник, событие, кыргызы без мяса не проводят. Ну что вам мешает в этот день, в день Улугун или Джиладжрат, сварить мясо, добавить немного пшеницы, да, и сделать такое праздничное национальное блюдо кыргызское, которое называется чонгоджо. И акцент нам не на пшеницу, а на мясо. И если мы хотим прям символически, чтобы это было, то оно должно быть соленое вяленое мясо. Тогда специфический вкус будет особенным. Мы в детстве это ели. Это первое. Второе, по названию, да, норус как международное название считается, но хотелось бы, если мы подчеркиваем какой-то этнический, культурный момент, да, то правильно будет назвать его Улугун. А что касается Улустун Улугун, то здесь чисто политическое. Это в Санжире был момент, когда были времена, когда кыргызы создавали государство, жили в независимости, но были, когда мы теряли государство, когда выживали элементарно. И в один из периодов таких, когда кыргызы уже были разгромлены, другими народами, и чтобы выжить, они прям были вынуждены в гора уйти, податься в горах. И вот когда все такое взрослое население было перебито, остались только женщины, старики и дети. И вот когда новое поколение детей выросло, когда их воспитали опять воинами, и вопрос стоял о том, чтобы опять приобрести независимость, жить уже там, не скрываясь где-то в горах, а вот так полноценной жизнью, нужно было опять-таки поставить во главу кого-нибудь, батыра, воина, достойного, или как хана-правителя. И в этот момент был такой принцип, кого изберем. И они избрали, или, скорее всего, избрали старшего, потому что он был более опытный, старший, а есть старший, потому что новое поколение. И от этого пошло Улустун Улугун, Улусу, то есть старший. Улугун. А Улугун опять-таки хотел день. То есть опять, когда вот это равноденствие и такое намерение было, что именно в этот день они его избрали, и все, от этого дня у них пошел просвет, новая жизнь как бы вдохновилась. И вот это вот один момент в истории был. Но день Улугун, он был всегда, спокон веков. Поэтому сегодня хотелось бы вот эти моменты просто учесть и не забывать. Если у кого есть возможность, то именно в этом формате исправлять, начиная с блюд и так далее. И вот что касается лаз, да, это сугубо кыргызская, как бы сказать, это, можно даже сказать, это традиция, алаз. Алаз, что это такое? Это вот арча, мы знаем, можжевельник, да, его берем и сжигаем на посудине, да, и вот все, грубо говоря, окуриваем, да, там жилище. У кыргызов по этому поводу есть два понятия. Есть понятие алаз, а есть понятие просто арча. Арчало. Это то же самое просто. Но если мы говорим алаз, то это именно как традиционная вещь повсеместно, везде, но в один день. Именно в этот день. Потому что считалось как бы Новый год. А арчало только в определенных случаях, когда, допустим, болезнь, грипп или вот что-то было такое, как бы сказать, негативное, тогда окуривали дом. Теперь я хочу объяснить просто смысл. Начнем с простого. Арчало. Что происходит в этот момент? Мы знаем, что можжевельник — это единственная культура, которая на самых высоких уровнях горы, они растут там, да? То есть дальше уже только травы. А из семейства, скажем, кустарниковых, это только арча, можжевельник, арчевый. И вот круглый год они зеленые. Если вот так вот задаться, чисто с биологической точки зрения, зимой листья опадают. Почему? Потому что сокодвижение прекращается, оно не может, замерзает. А вот арча не замерзает. Не только зимой, там зимой еще выше 3000, вы представляете, это там человек может замерзнуть вот так вот. Что происходит? Значит, там сокодвижение не останавливается, поэтому она круглый год зеленая. А за счет чего она не останавливается? Потому что в составе этого растения присутствует в большом количестве эфирные масла. А масла, они не способствуют замерзанию. Но мы это знаем. Поэтому там этот процесс фотосинтез постоянно происходит. Зеленое растение, оно не замерзает, оно живое растет. И когда мы это арчу берем и окуриваем, допустим, дом, да, с какой целью окуривать? Окуривать с целью, чтобы, грубо говоря, если по аналогии, это идет профилактика, такая медицинская профилактика. Природный антисептик получается. Антисептик, да, правильно. Почему? Потому что А потом я хочу пометить, у нас арчало происходит обычно, поджигает, и когда
только идет пламя, специально тушат его, чтобы мы окуриваем. На самом деле не окуривают. На самом деле надо сжигать его. Вот здесь главный смысл. Мы это изучали, потом выяснили, почему. Оказывается, раньше просто сжигали арчу прям пламенем, чтобы сгоралось. Дым не нужен. Почему? Я объясню. Потому что, когда сгорают эфирные масла, вот эти вот эфиры, да, они путем сгорания, они прям расщепляются на микрочастицы и по всему воздуху распространяются сильно. Если мы в комнате хотим провести этот антисептик, профилактику, да, то оно прям во всю комнату они быстро растворяется. А если мы дымом это делаем, то что получается? Что такое дым? По аналогии я пример хочу привести, допустим, вы знаете, что такое двигатель, и когда у него дымит вот это такой насыщенный дым. Когда топливо не сгорается до конца, происходит дым, вот этот насыщенный дым. Несгорание идет. То есть там происходит то же самое. Эфирные масла не сгорают, и вот этот такой густой дым, это не сгоревшийся. И он, как правило, в воздухе, он не будет расщепляться так, как оно будет при сгорании. То есть эффекта от него мало от дыма. Наоборот, там больше неудобства, дым, слезится и все такое. А именно эфирные масла, они не доходят до нужного. А когда мы его просто проводим, просто когда он сгорает, да, до конца, оно эффект дает в этом. Получается, арчалоу надо, чтобы он горел. Когда мы его специально тушим ради дыма, это неправильно, потому что мы не знаем значения. Это вот что касается арчалоу, когда в такие обыденные, у кого-то что-то там, допустим, грипп, насморк, что такое, или в доме, вот бывает, да, когда тяжелая атмосфера, надо освежить. Вообще в традиционном жилище хотя бы раз в неделю в юрте, там это уже был же очаг же, арчу всегда добавляют, чтобы, естественно, оно еще способствует тому, вы понимаете, что такое кошма? Юрта — это обкрытая кошмой. Это та среда благоприятна для всяких вирусов и все такое. И именно арча, она способствовала очищению. Как раз это была необходимость. В неделю раз минимум, если не каждый день. Особенно, когда дожди, влага, там прям вот эти микробы, они процветают. И арчу надо было сжечь постоянно, раз в день. То есть такая профилактика, конечно, фактически гигиеническая это процедура. необходимость, да, гигиеническая необходимость. А вот алас — это уже традиционно раз в год, именно в Новый год, как мы говорим, 21 марта, это повсеместно все, без исключения, делали эту процедуру. Считалось, что старый год закончился, и все негативное мы очищаем огнем через арчу. Оно даже даже медицинское объясняется. Это тоже антисептик. И не только жилища, даже поля, допустим, наши, где пастбище или что, или там, где скотина держится, то есть все очищались. Это считалось уже традиционным таким мероприятием. То есть вот эти культурные элементы, они несут в себе обязательно какую-то смысловую нагрузку. Не от того, что кому-то захотелось, а давай ради отличия от этого народа мы сделаем так. Нет, это было по необходимости, жизнь сама вынуждала. И благодаря этому определенные народы вообще сохраняли свою, как бы сказать, и идентичность, во-первых. Во-вторых, они просто могли, как бы сказать, жизнедеятельность свою такую, обеспечивать такую нормальную, бесперебойную, безболезненную жизнедеятельность. Элементарно. Большое вам спасибо. Сегодня мы открыли для себя действительно очень много не то что вариантов, а того, как действительно кыргызы отмечали Ноурус, Да. и как это отличалось от сегодняшнего дня. И те традиции, которые можно действительно легко вернуть в нашу жизнь, несмотря на то, что общий смысл праздника до сих пор остается Конечно. в новом начале новой жизни. Зарождение нового чего-то. Да, и в том, что все-таки действительно это очень приятно, когда светлое начинает преобладать над темным, и мы, наконец-то, с облегчением встречаем теплое время года. Большое вам спасибо. С наступающим праздником. Я хочу поздравить в первую очередь наших радиослушателей и нашего гостя Мелиса Мурталиева, кыргызоведа. Мелис, большое вам спасибо. Спасибо. С наступающим вас праздником и большое спасибо за интереснейшую беседу. До новых встреч.